Этот небольшой торговый центр, через который ежедневно проходит несколько сотен человек, как одна из точек, где подхватить вирус просто. При входе нет вывески о масочном режиме. Впрочем, оно и не удивительно, потому как в этом магазине закон не писан не только для покупателей, но и для обслуживающего персонала. Ни масок, ни перчаток у продавцов и кассиров нет. Мы вам сейчас уведомление оставим, вам придется подойти в управление Роспотребнадзора. Хорошо. Выполняем уведомление. И вот эти нарушения обязательно точно. Продавцы, работники, все должны быть в масках. Рано расслабились, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Режим ограничений остался прежним. При посещении общественных заведений, торговых центров и пунктов питания соблюдать противоэпидемиологические требования обязаны все. До 15 июля согласно указу главы Ингушетии. Только вот многие даже не в курсе. Следующая торговая точка тому подтверждение. Почему вы без маски сегодня? А я не знала, а у нас не отменили разве? Нет, не отменили. До 15 июля продлили. Ревизоры не ограничиваются одними предупреждениями. Протоколы составляют на месте. Теперь в течение нескольких дней документ будет направлен в суд. Разметки мы сделали. Обязательно, да. Объявление повесить без масок, чтобы они не заходили в маску. Есть, я вынесу. Мы их убрали. Все понятно. Чтобы вы знали, уведомление оставляй, вызывай их, да. И в этом сетевом магазине тоже большинству посетителей дышится легко. На входе масок никто не требует. Поэтому Магомед Бузуртанов тоже пришел в супермаркет за продуктами без нее. Хотя ее отсутствие мужчина объясняет просто – забыл. А так меры все соблюдает. Масочный режим соблюдать. Спирт, хамаш, гелиш, хамаш, хикай, духнах будет суари минват, что лордентха. Но, к счастью, не везде все так плохо. К примеру, в этом магазине электроники и бытовой техники все предписания стараются соблюдать. Лежат маски, перчатки, дезинфекцию проводим. Покупатели, когда заходят в магазин, мы всем рекомендуем одевать маски и стараемся на кассе обслуживать. На самом деле, действительно, люди немножко, скажем так, остыли от этого всего, уже отвыкли и уже меньше соблюдают эти все режимы, но мы обязательно всем покупателям рекомендуем, чтобы они одевали маски при обслуживании на кассе или когда они выбирают какой-то товар в нашем магазине. Итоги рейда неутешительные. Только за один день контролирующие органы выписывают несколько десятков протоколов. Проверили там 10 точек, из них 5 точек мы в любом случае будем приглашать и оформлять на них материалы. И хотелось бы предупредить наших предпринимателей, чтобы они в своем магазине уже повесили эти объявления, поставили маски при входе. На индивидуальных предпринимателей идет штраф от 50 тысяч, на физических лиц, на граждан, то есть на 15 тысяч рублей. Не предписание и штрафы в ради, уверяют местные власти. Количество заразившихся коронавирусом в период майских праздников меньше не становится. За последние несколько дней госпитализированы с подозрением на ковид порядка 66 человек. Поэтому рейды по соблюдению масочного режима продолжаются. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.